Село Аргалей – северные ворота Агинского бурятского округа. Это первое село, находящееся на федеральной трассе со стороны въезда из Читы в Агинский бурятский округ. Этимология слова «Аргалей». Так называют крупного горного барана. Видно, в этих местах водились такие горные бараны. Аргалей, что и дало название селу. А населенных пунктов под названием Аргалей было два – Северный Аргалей и Южный Аргалей. Северный Аргалей, крупное село, располагалось здесь, в 20 километрах от Южного Аргалея. В годы коллективизации была образована здесь коммуна. В 1930 году преобразовали коммуну колхоз имени Буденного. Именно на этом месте располагалось село Буденного. Жили зажиточные люди. Вот мы видим здесь фундамент того времени. Село состояло из 300 дворов. Был свой сельский совет, школа, клуб, больница, магазин. Потом колхоз имени Буденного объединили с колхозом в Южном Аргалее, и появился колхоз имени Калинина с центральной усадьбой в Южном Аргалее. В Отечественную войну много мужчин из Северного Аргалея не вернулось с фронта. После войны многие семьи разъехались, кто в Агинское, кто в Карымское, а кто в Южный Аргалей. Таким образом, Северный Аргалей постепенно исчез. Колхоз Калинин объединялся с колхозом Буденного, и до сих пор на том же месте выращивают скотину, лошадей и благополучно продолжает свою деятельность. Загда Циденов, Жамса Циденов, Балдандаша Циденов, Балдан Базаров, Мункажаргал Тудупов. То ли это были бригадиры, то ли председатели. Под их руководством работали люди днем и ночью. Даже не имели времени обустраивать личную жизнь. Разные были люди. Некоторые жили в юртах, у некоторых были деревянные дома. Из Северного Аргалея, помню, привозили деревянные дома, и здесь многие стали жить в деревянных домах. Ведь те, кто жил в Северном Аргалее, стали уезжать оттуда. Кто в Карымск, Дарасун, а кто и сюда к нам переехал. В нашем колхозе стали работать Осиповы, Масловы, Фороновы. Осиповы, Масловы и Божановы. Колхоз имени Калинина в Южном Аргалее живет до сегодняшнего дня. Правда, статус села изменился. Не село, а сельское поселение. Не колхоз, а сельскохозяйственный производственный кооператив. Сокращенно СПК и племенной завод имени Калинина. Поскольку Северного Аргалея уже нет, назовем сельское поселение просто Аргалей, а хозяйство – племзавод. В годы советской власти в колхозе имени Калинина кипела жизнь. Пахали, сеяли, перерабатывали, производили, выращивали. Сегодня тут проживают около 500 граждан Российской Федерации. 1/5 часть составляют пенсионеры. Детей в школе меньше, около 100 учащихся. Количество трудоспособных около 150 человек. Есть фермеры, занятые производством сельхозпродукции, предприниматели, занимающиеся торговлей, но в коллективном производстве заняты около 40 человек. Простые жители села в основном живут за счет частного подворья. Колхозы имени Калинина в 90-е годы после принятия федерального закона о сельскохозяйственной кооперации был переименован в сельскохозяйственный производственный кооператив. И в 2000-х годах колхоз имени Калинина теперь стал СПК, то есть сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод имени Калинина. И с этого года, 2000 года, постоянно СПК племзавод
она подтверждает свой статус племенного завода. Племенной репродуктор, согласно закону, они, через 5 лет они должны подтвердить статус племенного завода, племенного репродуктора. И в связи с этим до сегодняшнего дня, сегодня СПК «Племзавод» в Вагинском районе и в округе стабильно развивающееся сельскохозяйственное предприятие, которое, соответственно, имеет и посевную площадь, и основные оборотные средства, и, естественно, занимается разведением сельскохозяйственной продукции. Племзавод разводит молочные стада крупного рогатого скота. Выращивает овец. Основным видом деятельности является разведение лошадей. В основе своем это тот же совместный коллективный труд на основе договоров в пользу и хозяйства, и личного подворья членов племзавода. В племзаводе около 1000 голов лошадей, 450 голов КРС, 1600 голов овец. С тех пор, как я стал чабаном, прошло много лет. Сначала приехал сюда помогать родителям, но так и остался. Прошло уже 33 года. По сегодняшним условиям живем хорошо. Председатели и правление стараются нам помочь. Во время заготовки кормов помогают соляркой, запчастями, предоставляют транспорт для перевозки сена. Считаю, что живем лучше по сравнению с другими хозяйствами. По сравнению с другими хозяйствами, конечно, у нас маленько. Мы хоть зарплату выдаем работникам, но тяжеловато, конечно. Но мы за счет кредитов. Мы в одно время очень хорошо рентабельно работали. Когда у нас был коэффициент 1 к 2, а сейчас, по последние 2 года, очень тяжело нам. Но все равно мы за счет кредитов укручиваемся кое-как, но рентабельно все равно туговато. 2002 года получаем лицензию и как племзавод. И название у нас СПК племзавода имени Калинина. Калининское, все равно имя Калинина мы сохранили. И лицензию мы получаем, федеральную лицензию получаем за канематки. Это у нас 275 канематок. И, ну и краевую лицензию, краевую дотацию получаем. Для успешного разведения животных нужны и прививки, и создание базы данных, словом, все, чтобы вести учет и контроль. Как мы племенной завод, мы продаем племенных канематок Бурятию, на запад, вот, Красноярскую, в основном Бурятии мы продали. И наши соседние округи в Забайкальском крае покупают наших лошадей.
Пыльмзавод гет уже хоригарын жыл явжена. Идёлы муно ормалатылна. Как племзавод, хозяйство уже работает в течение последних 20 лет. Лошади забайкальской породы имеют спрос, продают и имеют средства. Без средств не выжить сегодня. Основной доход поступает за счет разведения и продажи лошадей. География обширная. Есть покупатели и в Бурятии, на западе, на востоке страны. Нужно и дальше продолжать разведение лошадей. И хорошо бы учить молодых этому делу. Прием приплода – очень важная кампания в сельском хозяйстве. Весной каждого года поголовье пополняется. Охот продолжается, все овцы принесут ягнят. Во времена коммунистической партии давали план по приему приплода. От каждой овцематки по ягненку или от 100 овцематок 100 ягнят. Было много призывов, лозунгов, но сегодня просто люди работают без призывов и лозунгов, а результаты почти те же. Для содержания всего поголовья нужны корма. Прежде всего это заготовка сена. Мы застали бригаду сенокосчиков в местности Аратала. Для 400 голов овец плюс КРС, конечно, много нужно сена. Зимовка зависит от того, сколько кормов заготовишь. Мы сейчас на реке. Почва влажная, есть что косить. Скоро выйдем на равнину, а там трава скудная. Ну, раз начали, закончим. Будет сено. Для кормов племзавод сеет овес, многолетние травы, на поля выходят трактора, а когда поспевают выращенные, наступает горячая пора уборки урожая. Кредит взяли на 2 миллиона, кредит, этот 5% кредит. Вот. И за счет этого мы провели посевную, закупили семена, уборочную работу, сенокосные работы, все сделали, конечно, в этом году. В прошлом году очень туго было нам. Семена, овса не было вообще. Мы закупили на 600 тысяч овес, с Иркутска закупили. Дизельное топливо на сенокос, на это тоже где-то удобрение. В общем, короче, на 2 миллиона только все распределены по учету точно. Много лет работает председателем Валерий Андреевич Хандаков. Человек целеустремленный, заинтересованный. Мы должны собрать овес с 300 гектаров пашни. Около 60 гектаров уже собрали. Там идет подбор. Тут 2 комбайна на свале. Подборщик готов, выйдут 2 подборщика. Подборные были. Подборщики. Подборщика. Техника ломается, конечно. Иногда мешает дождь. Там ложнина, там. Сейчас посмотри. 2002 года СПК «Племзавод» возглавил
Хандаков Валерий Андреевич. Более 17 лет он отработал председателем СПК «Племзавод» имени Калинина. Вот это данное предприятие сегодня, она стабильно, динамично развивается. И Валерий Андреевич действительно сегодня находится в заслуженном отдыхе. И период его работы по линии Министерства сельского хозяйства, по линии администрации губернатора Забайкальского края, он неоднократно поощрялся и являлся депутатом районного совета, 2 созывов являлся. И в 2011 году за высокие достижения производственных показателей, за достижения ему было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации». Это большая ведомственная награда Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. И в 2015 году он награжден высшей наградой. Это золотая медаль за вклад в развитие агропромышленного комплекса России. И эти награды даются не каждому, это дается за производственные показатели, за достижения, за системную стабильную работу бывшего руководителя Валерия Андреевича Хандакова. Осенью закорма пополняются. Это те бесценные корма, что обеспечат успешную зимовку. Валерий Андреевич уже сложил свои полномочия. На смену пришел новый председатель Цепелма Исхакова. Работа в хозяйстве продолжается. Также сеют, жнут, идет строительство. В этой деревне я родилась, выросла, всех знаю. Это самая главная роль, что я здесь работаю с людьми. Раньше я еще работала бухгалтером до 2006 года. 4-5 лет я работала бухгалтером, так что всю работу я практически знаю. Но сейчас 2-й год, как работаю руководителем. Конечно, с финансовой стороны трудно, но с людьми надо общаться и приходить к одному мнению. Главное, чтобы друг друга понять и достигать цели. А так люди хорошие. В данное время у нас племзавод Калинина 846 голов лошадей, из них 306 голов конематок. Приплод в этом году нормальный, стабильный. В данное время, в настоящее время, уже обработку прошли 11 косяков, весенне-осеннюю обработку. В этом году собираемся посев 300 гектаров овса и 230 зеленки, однолетних травы. Так уж сложено у нас, что время не стоит на месте, и привычное когда-то меняется, меняются люди, поколения. Одни уходят, приходят другие, но дело в целом остается. Многие добром вспоминают Валерия Андреевича. Он прошел большой, местами и с преградами, путь. Новому председателю, возможно, уготован такой же нелегкий путь. Пожелаем ей попутного ветра, удачных сделок и добрых попутчиков. Аглакхан зубие шатабаш Терехин жарғылте ол залғи Төгірін хода эгінхе
Onca oldu ne dağ Toptaca şarada olan Hargali mini hargali Ankhane doriye Hanova Hargali durur hargali Ağlıktan zülfiye Şatabaş Nadahin holqi khena ho Edala usingwi musaga Nahanen turushin doramni Erolun hanoma yotavi Hargali mini hargali Ankhane doriye Hanova Hargali durur hargali Ağlıktan zülfiye Şatabaş Hargali mini hargali Ankhane doriye Hanova Hargali durur hargali Ağlıktan zülfiye